В эфире новости IT. Надеюсь, вы хорошо отдохнули за время новогодних каникул. Мы так точно. И готовы продолжить держать вас в курсе технологических новинок и актуальных новостей. В этом выпуске поговорим о смартфонах. Чего они лишатся уже вот-вот, совсем скоро, и наоборот, как продлить их жизнь. Разберем прошедшую выставку CES 2020 и узнаем, с каких событий начался год для Якутии и ее компаний. Поехали! Мессенджер WhatsApp уходит с Android и iOS. Не совсем, конечно, а только с их старых версий, но у многих пользователей на руках до сих пор остаются такие смартфоны. Уже в феврале зеленый мессенджер перестанет поддерживаться на Android 2.3.7 и старше и уйдет с iOS до 9 версии. Разработчики не забыли и про Windows Phone. С нее приложение уйдет уже в этом месяце. Если точнее, то приложение заглохнет на всех iPhone 4, вышедших в 2011 году, и более ранних моделях с Android-устройствами немного сложнее. Точно сказать, какие именно модели попадут под раздачу, сложно. Однако в мае 2019-го, когда Google последний раз отчитались о долях разных версий Android, на 2.3.7 и младше приходилось около 0,3%. Если учесть, что в мире примерно 3 миллиарда смартфонов, 75% из которых работает на Android, то WhatsApp лишится около 7 миллионов устройств под управлением OS от Google. Эксперт рассказал, почему смартфоны нужно заряжать по утрам. К слову, если вы посмотрите сайты производителей, то не найдете на этот счет информации. В той же Apple вскользь коснулись этой темы, но не объяснили, почему телефоны лучше не заряжать ночью. Дело в том, что избыточная зарядка, или, как выяснилось, даже полная зарядка до 100% губительно влияет на смартфоны. К примеру, вы зарядили смартфон до 100%, потом через час еще до 100% и так далее. Кстати, когда вы оставляете телефон на ночь, то примерно это с ним и происходит, только не через час, а по мере расходования 1-2%. Что, по сути, еще быстрее выведет аккумулятор из строя. Если хотите, чтобы ваш смартфон прожил максимально долго, зарядите его утром до 90-95%. Если телефон разряжается быстро, то активируйте режим экономии заряда. Теперь о космосе. Илон Маск отправил туда очередную партию спутников системы широкополосного интернета Starlink. И эту технологию запустили с помощью другой нашумевшей. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно опустилась на плавучую платформу и далее может быть использована повторно. 5, 4, 3, 6 января компания SpaceX произвела первый в наступившем году запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту очередную партию из 60 спутников системы Starlink. Она должна обеспечивать быстрый и надежный доступ в интернет из самых отдаленных уголков Земли, откуда соединение с сетью неустойчивое, медленное и дорогое. В 2020-м предполагается отправить в космос 1500 спутников. Всего же группировка будет включать в себя 30 тысяч аппаратов. Как пишет сетевое издание Space News, астрономы выражают опасения, что столь многочисленное созвездие спутников на околоземной орбите будет мешать наблюдениям. Руководство SpaceX обещает заблаговременно предоставлять ученым данные, необходимые для корректировки их работы. Предназначенная для многоразового использования первая ступень ракеты благополучно опустилась на беспилотную платформу в Атлантическом океане, которая носит название «Of course I still love you». Конечно, я по-прежнему люблю тебя. Год начался с масштабной ежегодной выставки CES 2020. Представлено было довольно много всего интересного. Мы сделали подборку из 4, на наш взгляд, самых ярких новшеств. Samsung разработали искусственный интеллект, который генерирует 3D-модели несуществующих людей, аватаров. Имя проекту дали Neon. Они могут двигаться, разговаривать, показывать эмоции и выполнять роль виртуальных помощников. В будущем корейцы планируют лицензировать Neon другим компаниям. Например, интернет-магазин сможет заказывать эксклюзивного виртуального помощника, который будет общаться с посетителями сайта и помогать с выбором товара. Также можно создать виртуального телеведущего или даже актера. Примеров замены лиц с помощью нейросети мы уже видели много. С Неоном заменять ничего не придется. Достаточно будет только прописать необходимые алгоритмы.
Помните человекоподобного робота Digit от Agility Robotics? В последние несколько месяцев разработчики выкладывали много видео о тестировании робота, как он переносит посылки из одного места в другое, как избегает столкновения с другими объектами, как работает в паре с таким же роботом. Так вот, разработчики объявили, что выпускают робота Digit в продажу. Сколько они будут стоить, компания пока не уточнила, только обмолвилась, что это шестизначная сумма. Первый покупатель уже есть. Это компания Ford. На стенде Hyundai компания вместе с Uber Technologies представили макет летательного аппарата SA-1. Авиатакси сможет передвигаться со скоростью до 290 км в час на высоте от 300 до 600 метров. Устройства будут работать на электричестве. На зарядку уйдет всего до 7 минут. В будущем авиатакси планируют сделать беспилотным. Вывести услуги небесных перевозчиков на рынок компании планируют к 2023 году. В погоне за популярностью Tesla компания Sony представила свой электрокар. Точнее, не сам автомобиль, а всего пока его концепт, но Sony не была бы Sony, если бы не оснастила свой кар по последнему слову техники. Интерактивность и безопасность таковы в обобщенном виде черты нехарактерного и неожиданного для компании Sony продукта – электромобиля Vision S. Гаджет на колесах способен оперативно информировать и развлекать водителей и пассажиров как в движении, так и в статике. Мобильность как таковая – это мегатренд настоящего и будущего, убежден президент и генеральный директор корпорации Кеньичиро Йосида. Он представил концепт-кар на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. 33 датчика отслеживают обстановку в машине и за ее пределами, обеспечивая высокую чувствительность, которая присуща разработкам Sony. С развлекательной точки зрения мы предлагаем реалити-аудио с диапазоном 360 градусов. Вы буквально погружаетесь в звук. Добавьте к этому интуитивный интерфейс с элементами искусственного интеллекта и широким экраном, на который проецируется техническая и дорожная информация, а также развлекательный контент. Система высокочувствительных сенсоров образует кокон безопасности, позволяющий избегать рисков на дороге, особенно в условиях плохой погоды и ограниченной видимости. Продвинутые камеры глубины, известные как Solid State LiDAR, строят трехмерные карты окружающей местности и являются переходным элементом к полной автономности машины. Собственно, автомобиль создан специализированными фирмами. Sony принадлежит электронная начинка. А теперь поговорим про деньги. Выручка резидентов IT-парка Якутия составила более 270 миллионов рублей. Организация объединяет порядка 110 компаний-резидентов, и вот они-то и выручили такую немалую сумму. Также в 2019-м технопарк Якутия стал региональным представителем фонда Сколково. Точки развития появились в селе Сунтар Сунтарского района, в селе Намцы Намского района и поселке Нижний Бестяк Мегино-Кангаласского района Якутии. Все новости Ленска теперь можно узнать на сайте «Окей Город». Федеральный портал наряду с другими российскими населенными пунктами пополнился и западно-якутским городом. Это стало возможным благодаря неравнодушным ленчанам, которые стали партнерами разработчиков интернет-сервиса. Его приложение можно скачать как для Android, так и для iOS. Помимо новостной ленты можно найти все услуги, предоставляемые в Ленске, справочники организаций с контактами, точным адресом и даже геолокацией. Совершить звонок можно тоже сразу из приложения. Постоянно обновляется афиша мероприятий. Окей Город доступен сразу на 3 источниках. Это непосредственно сайт, страница в Instagram и приложение, о котором мы уже сказали выше. Удобная навигация позволяет быстро и легко найти нужную информацию и делает этот мобильный сервис популярным среди жителей. Ну а на этом пока все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. Увидимся ровно через неделю и всего доброго.